Наша республика готовится к вековому юбилею. Столетие Коми отметит 22 августа 2021 года. И как тут не вспомнить о национальных праздниках и гуляниях? У каждого района они свои. Каждый своеобразен и отражает особенности той или иной местности. Сегодня мы предлагаем совершить небольшое телепутешествие по республике и погулять на самых интересных мероприятиях. Когораджика! Календарь республиканских праздников по традиции открывает фестиваль современной коми-песни «Василей» в селе Усть-Кулом. Василей, потому что проходит Старый Новый год, Васильев день. А во-вторых, основали праздник три Василея. Поэт Василий Ладыгин и композиторы Василий Гущин и Василий Чуюров. Праздник Василия – это сочетание народного гуляния с конкурсом новых коми-песен. По традиции, до начала гала-концерта на площади перед районным домом культуры разворачиваются народные гуляния с песнями под гармошку. Затем на сцене Дома культуры звучат конкурсные песни. Оценивает творчество народных композиторов профессиональное жюри. Свою песню выбирают также и зрители. Фестиваль проходит каждый год. В этом году он был уже 27-й раз и, как всегда, прошел с аншлагом. В феврале Визинга устраивает народные гуляния Гажа Валяй. Праздник своими корнями уходит в глубокую старину. К концу февраля снег уплотнялся, дни становились длиннее. После долгой зимы сельские жители начинали ездить в гости к соседям. В честь этого события издавна устраивали веселые гуляния. Название праздника именно так и можно перевести. Гажа по-коми «веселый». Конкурсы, переливы гармоний, качели, игры и заводные танцы. Именно так и встречают нас и солегостей. Амар, так уж сложилось, месяц спортивных состязаний. Для начала отправимся на север, в Ижемский район. Традиционно здесь проводят спортивный фестиваль «Ижва-Савер-Машемес» – Ижемские состязания. В рамках фестиваля проходят различные соревнования. Самые интересные и уникальные, чего нет в других районах, это конно-спортивные соревнования с санными повозками и чемпионат по национальным видам спорта «Северное многоборье». Северное многоборье уникально тем, что оно зародилось на основе традиционного уклада жизни оленеводов-кочевников. И изначально эти соревнования проходили исключительно в тундре, среди пастухов. Северное многоборье включает в себя несколько видов спорта. Метание топора на дальность, метание аркана, бег с палкой по пересеченной местности и тройной национальный прыжок. И все они с элементами оленеводческих традиций. Прыжки через нарты на первый взгляд кажутся легкими, но это не так. Они требуют соблюдения определенной техники. Метание аркана на хорей. Наши оленеводы аркан называют тынзян. Плетут его из выделанной оленьей шкуры. Тынзяном оленевод в тундре ловит оленей. Северное многоборье представило наш регион и на Сочинских Олимпийских играх, как внеконкурсный национальный вид спорта. Эти соревнования всегда собирают зрителей, а среди участников уже немало кандидатов и мастеров спорта. Пожалуй, самая зрелищная часть ижемских состязаний – конные скачки с санями. Некоторые сани как отдельный вид искусства. Их здесь называют кашава. Они расписные и разной формы. Соревнования проходят, как правило, на заливных лугах. Забеги делят по гендерному признаку и чистоте крови животных. Отдельно бегут полукровки и представители местной породы, а также жеребцы, кобылы и мерины.
уже Карткиросский район, село Большой Луг. Последние годы он все больше привлекает любителей лыжных гонок. Но приезжают сюда не только с простыми гоночными лыжами, а в первую очередь с лямпами. Лямпиада – это своеобразная олимпиада на лямпах. Традиционных коми-лыжах, которые отличаются от обычных формой и размерами. Они гораздо шире и обиты жесткой шкурой – камусом. Это позволяет идти по снежной целине и взбираться на любой склон. С помощью палки койбить охотники ставят и маскируют капканы. А на соревнованиях койбить помогает бежать и держать равновесие. Лямпы хоть и широкие, но управлять ими и тем более бежать непросто. В 2018 году гонки на охотничьих лыжах вошли в перечень национальных видов спорта. Хотя чисто спортивным мероприятием Олимпиаду назвать нельзя. Это скорее традиционный праздник народной культуры с песнями, соревнованиями и сувенирами. Лето в Коми начинается с культурных мероприятий. В июне на Ударе отмечают республиканский праздник Коми-книга. Его идейными вдохновителями были поэты-ударчане Альберт Ванеев и Юрий Васютов. Каждый год праздник проходит в разных населенных пунктах и приурочен к какому-нибудь событию – юбилею села или библиотеки, дню рождения поэта. Каждый праздник получается своеобразным, не похожим на предыдущий. На Удару съезжаются писатели, поэты, журналисты. Читают доклады, устраивают дискуссии на литературные темы, вспоминают интересные истории из писательской жизни. Здесь проходят неформальные встречи с поэтами. Знакомство с республиканской печатной продукцией и распродажа книг. Но этим дело не ограничивается. Литературный праздник давно уже стал народным и любимым среди ударчан. Рыбная ловля, фольклорные концерты, задорные конкурсы и выставка кулинарных шедевров многонациональных подворий Ударского района. Все это ждет гостей на Коми-книге. Здравствуй, мой добрый, мой снежный, край запорошенный сединой, край божественный, край куратовский, край бесценный, а по-народному просто простой. Вина парка, черенянь пеш, лоб же, лоб бургаш. Добрый гость, войди, навести мой двор и домик старый, да за пивом, за хмельною чарой, за горячей рыбой посиди. Добрый гость, войди. В июле же литературная богема Коми собирается в селе Куратово. Мена-муза – это праздник поэзии и народного творчества и назван по строчке из стихотворения уроженца здешних мест – первого коми-поэта Ивана Алексеевича Куратова. Кстати, праздник как раз посвящен дню его рождения. В Куратово стоит музей литературных героев Ивана Куратова – Кыть-за-Каркерка. Для гостей праздника в музее проводят экскурсию, знакомят с жизнью поэта. На улице же проходит сам праздник. Здесь читают стихи профессиональные и самодеятельные поэты, выступают творческие коллективы, проводят конкурсы, устраивают ярмарки и водят хороводы. Карткирос летом собирает кузнецов. Здесь проходит межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства Карт-Айка.
Само появление села Кырткерос по легенде связано с персонажем коми-мифологии, колдуном, силачом по имени Кыртайка. Возник как будто ниоткуда огромный, грозный великан. Вселил он хаос в жизнь мирскую и реку цепи заковал. Он был первым зырянским кузнецом и сам тоже состоял из железа. Имя Кыртайка с коми-языка так и переводится «железный мужчина». А место, где жил и похоронен Кыртайка, стало называться Кырткерос, по коми «Железная гора». Фестиваль кузнечного мастерства Кыртайка проходит не так давно, но уже стал международным. На праздник с очень насыщенной программой съезжаются кузнецы не только из Коми и разных уголков России, но и из стран Европы. Цель фестиваля – возродить кузнечные традиции Коми-края. Мастера показывают свое искусство, набираются опыта у коллег, дают мастер-классы. А еще особенность фестиваля Кыртайка – это совместный арт-объект. Уже несколько лет при въезде в Кырткерос стоит фигура железного человека. Это Кыртайка собственной персоной. Как раз результат творения кузнецов, участников фестиваля 2015 года. Рядом с кузнечным состязанием традиционно проводятся гуляния с концертами творческих коллективов, праздничной торговлей и угощением национальными блюдами, силовыми шоу и другими интересными площадками. Злодеем слыть не пожелал, всю мощь огня, металла силу на добрые дела отдал. Лето – это яркие краски, синее небо, луговые цветы и переливы парчи под лучами восходящего солнца. Да, это про Луд – традиционный народный праздник ижемцев. Луд давно уже стал брендом не только района, но и региона. В переводе с коми-языка Луд означает «пастбище», «луг». И гуляют этот праздник именно на ижемских заливных лугах. Открывают гуляния конные скачки. В старину конь считался священным животным, очищающим место от темных сил. На луг сначала выпускали лошадей. Они вытаптывали траву, готовили площадку для хороводов. Сегодня кони не просто топчут траву, а соревнуются между собой. Забеги также делят на разные категории по чистоте крови и гендерной принадлежности. А вечером ижемцы и гости вновь собираются в центре села. Здесь начинается сказочное по красоте действие – проходка «Ижемские ворота». Под фольклорные напевы в старинных костюмах. Многим сарафанами и платками из натурального шелка уже более века. Их хранят как зеницу ока и передают из поколения в поколение. Проходка идет по центральной улице и плавно переходит на вытоптанный лошадьми луг. Родовые костры, подворья, встречи и хороводы до утра. Так будут встречать рассвет. Еще одна изюминка Луда – хоровод невест. Он заставляет замереть не одно мужское сердце. Юные ижемки хвастаются своей красотой, нарядом, талантами и знанием традиций. Главная особенность Луда – здесь нет простых зрителей. Каждый на лугу становится участником красочного северного карнавала. В 2015 году Луд стал лауреатом Всероссийской премии «Грани театра МАС» в номинации «Лучший национальный праздник». А еще он признан одним из 11 чудес Республики Коми.
Вслед за Ижемским лудом собирает гостей соседняя старообрядческая Устцильма. Устцилимская горка – это летний обрядовый праздник, корни которого в языческом поклонении людей ярили солнцу. Люди собирались за деревней на возвышенности и привечали солнце с песнями и хороводами. Название горки многозначно. По традиции праздник проводят на возвышенном месте. А еще горка – это вершина лета, года, когда человек и природа полны жизненных сил. Праздник горка – это сложные плавные хороводы и старинные напевы, которым уже 5 столетий. Водить горку жители села выходят в красочных костюмах. Парчевые сарафаны – это семейная реликвия, которую передают от бабушки внучке. Жители собираются на народной поляне у Дома культуры и запевают длинные фольклорные песни о любви, бытии, деревенской тяжелой жизни, о родителях и семье. Песни инсценируются певцами, получается своего рода театральное представление. А в ночь на 12 июля, в канун Дня апостолов Петра и Павла, проходит Петровщина, когда устцилемы собираются на берегу Печоры, жгут костры, варят кашу, как символ будущего урожая, который является также ритуально-поминальным обрядом. Не случайно кашу варят ночью. Считалось, что это время, когда стираются грани между живым и загробным мирами. Важно, что поминальная трапеза проходит за рекой или у реки. В фольклоре путешествие через реку – это путешествие в страну мертвых. Петровщина – это и Петровская ярмарка, на которую приезжают ремесленные мастера, фермеры из Устцилимского и ближайших районов, и народные гуляния, куда входят соревнования по ловле рыбы на удочку, водомоторному спорту и силовые состязания. Посмотреть на старинный обрядовый праздник в село Устцильма приезжают ценители традиций со всей России. С 2011 года горка была включена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. В июле село Выльгард Сыктывдинского района собирает самодеятельных исполнителей народной песни на всероссийский фестиваль «Заваленка». Ныне праздник – один из брендов не только Сыктывдинского района, но и всей Коми. Длится он обычно 3 дня. В пятницу – конкурсные прослушивания творческих коллективов из Коми и других регионов России. Суббота – театрализованное представление и гала-концерт участников с награждением победителей. А в воскресенье проходят малые заваленки в разных селах района. В субботу же проходят и народные гуляния на главной улице села с городом мастеров, где представлены изделия народно-художественных промыслов, силовыми многоборьями и поединками реконструкторов, детскими забавами и праздничной торговлей. Гостей заваленки учат плести венки, скульптуры из сена, мастерить народные куклы из текстиля и мочала, водить хороводы. Жюри конкурса обычно кто-то из известных российских исполнителей фолк-направления. Они же и становятся хедлайнерами гала-концерта. В 2011 году Заваленка стала победителем Всероссийской профессиональной премии «Грани театра МАС» номинации «Лучший региональный праздник». Рады встречать сегодня нас на нашей Заваленке. А Заваленка-то наша юбилейная, веселейная! Новый и необычный летний праздник проводят в деревне Гришестав Троицко-Печорского района. Это экологический арт-фестиваль «Сена». На 2 дня маленькая деревушка превращается в место встречи дизайнеров, художников, архитекторов, музыкантов. На мероприятии проводят пленэр для художников, различные мастер-классы, выступают творческие коллективы и проводят выставку изделий быта Коми народа и многое другое.
ромашки на лугу, на свидание к милому опять бегу. Целовались, миловались до зари, на всю ночь пели нежно соловьи. А главное, здесь каждый может получить радость от результатов своего труда. Построить арт-объект из сена собственными руками, выпилить скульптуру из дерева и принять участие в конкурсе косарей. Как дополнение к творческой части фестиваля, Гришестави проводят экскурсионные походы на ближайшие скалы Тиманского кряжа, а после похода идут в баню. Географический центр Республики Коми, город Сосногорск. Раз в году он превращается в рок-столицу. Уже почти 30 лет здесь проводят рок-фестиваль «Сосна». Начинался он в стенах городского дома культуры «Горизонт» и проходил как локальное мероприятие, участвовали в котором в основном местные музыканты. Со временем фестиваль приобретал все большую популярность и масштаб. В Сосногорск стали приезжать группы не только из Коми, но и других регионов России. Привет, Коми, С 2008 года фестиваль стали проводить на улице в формате Open Air. При этом легендарный рок-фест сохранил лучшие традиции – 2 дня качественной музыки и живой звук. Площадкой для фестиваля служили стадионы и площади. Показные выступления байкеров и футбольные баталии, выставки мастеров народного прикладного искусства, различные акции и даже рок-свадьбы. Кульминация 2-дневного музыкального марафона – это концерты хедлайнеров. На фестивале выступали звезды отечественного рока. В 2019 году фестиваль вернулся в родные стены Дома культуры «Горизонт», но не изменил своей задачи. Это поддержка начинающих музыкантов, композиторов, авторов, выявление новых имен, обмен идеями и опытом. Кроме рок-исполнителей, на своей сцене фестиваль «Сосна» принимает самые разные направления жанров. Условие всегда одно – это должен быть только живой звук. Воркута – это шахты, долгая зима, бесконечные просторы тундры и оленей. В ноябре, в День города, Воркута отмечает праздник Севера. Красочные мероприятия с этнографическими особенностями арктического региона давно уже стало визитной карточкой заполярного города. Главное и самое интересное мероприятие этого праздника – гонки на оленьих упряжках. Зрелище завораживающее и поистине захватывающее. В соревнованиях участвуют как мужчины, так и женщины-оленеводы. Оленьи забеги в Воркуте проводят с 1999 года, а в 2018-м они вошли в топ 200 лучших мероприятий национального календаря событий страны. В рамках праздника проходит и конкурс национальных костюмов – хантов, ненцев и коми. Наряд оленевода не просто красивый, в первую очередь теплый, практичный и продуман до мелочей. Без такой малицы и обуви из оленьих шкурок в зимней тундре никак. Самый красивый костюм определяют по аплодисментам зрителей. Все гости и участники праздника Севера могут покататься на оленьих упряжках и снегоходах, посетить ЧУМ и отведать блюда национальной кухни народов Крайнего Севера. Наша республика прекрасна своей многонациональностью и многообразием.
Конечно, это не все праздники и фестивали. Каждый район уникален, и ему есть что показать и чем удивить их в любое время года. Мероприятий много. От традиционных календарных праздников до современных тематических. А в какую атмосферу захотелось окунуться вам? Может, водить хороводы в старинных нарядах? А может, слушать стихи в исполнении авторов? Или всю ночь напролет зажигать под современный рок? Творить своими руками из железа или дерева? Говорят, мир прекрасен в своем многообразии, и наша коми-земля для многих остается терра инкогнита. Мы надеемся, что это небольшое телепутешествие помогло хоть немного раскрыть многообразие коми-края, и вам все это захочется увидеть воочию.